В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новые возможности для бизнеса. У нас созданы все условия для развития предпринимательского бизнеса. Благодаря грантам политики Рамзана Кадырова. Торгово-промышленная палата и правительство региона подписали договор о сотрудничестве. Тыква-рекордсмен. Сейчас тыква ориентировочно 320 килограмм. Житель Биной-Ведено Рустам Ахматов вырастил тыкву весом 320 килограммов. Какие они секреты всеми любимого овоща, расскажет Мадина Кураева. Цифровизация шагает по миру. Через несколько минут уже возможно оплачивать проезд со скидкой. Набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Поделимся о том, какие скидки предлагают при оплате по карте МИР. Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него серьезная болезнь и он чуть ли не в коме. Последние несколько дней некоторые либеральные паблики сообщали о критическом состоянии главы республики. Политик в своем телеграм-канале сообщил, что в ходе рабочей поездки в Москву посетил столичную центральную клиническую больницу, в которой проходит лечение его дядя Магомед Кадыров. Он отметил, что застал его в добром расположении духа. Цитата: «Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелав ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы. Врачи больницы действительно профессионалы с большой буквы. Благодаря им наш дорогой дядя через пару недель с дозволения Всевышнего Аллаха оправится от недуга». Конец цитаты. В Чеченскую республику прибыла делегация во главе с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Первым делом они возложили цветы к обелиску Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на мемориальном комплексе «Славы», тем самым отдавая дань уважения первому президенту Чеченской республики. Также сотрудники музея провели для гостей экскурсию. Им показали аналог рабочего кабинета политика, личные вещи, фотографии и рассказали о жизни и деятельности Ахмата Хаджи. На этом референдуме подавляющее большинство жителей республики высказались за то, чтобы Чеченская республика была равноправным субъектом Российской Федерации. На основании этого референдума были проведены выборы президента, парламента. Ахмат Хаджи одержал убедительную победу. Чеченская республика подписала соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой России. Договор заключен на полях заседания Ассоциации представителей ЮФО и СКФО, который прошел в Грозном. Президент Ассоциации страны Сергей Катырин отметил, что это станет очередным шагом к достижению общей цели. Наталья Депутатова продолжит тему. Это первая встреча представителей Ассоциации торгово-промышленных палат Северокавказского федерального и Южного федерального округов в Чеченской республике. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель правительства региона Муслим Хучиев. На сегодняшний день у нас созданы все условия для развития предпринимательского бизнеса. Благодаря грантам политики Рамзана Кадырова при непосредственной поддержке федерального центра у нас развивается и предпринимательский сектор, успешно реализуются инвестиционные проекты, в том числе с участием иностранного капитала, что, я думаю, в наше санкционное время является очень важным фактором. На сегодняшний день инвестиционный кейс Чеченской республики оценится более чем 123 миллиарда рублей. Каждый из этих инвестиционных проектов находится на различной стадии реализации. И по итогам 2022 года национальный рейтинг инвестиционного климата, который наблюдается агентством стратегических инициатив, Чеченская республика заняла первое место среди субъектов СКФО и шестое место среди субъектов Российской Федерации. Хочу поблагодарить вас лично, ваших коллег за приезд, за организацию сегодняшнего мероприятия и пожелать нам всем плодотворной работы на благо России и ее народу. Руководители палат субъектов России выступили с докладами. Каждый привел статистику по сферам, которыми занимаются представители. Сегодняшняя встреча объединяет органы государственной власти Чеченской республики и предпринимателей Юга России. У нас много достаточно вопросов в своей внутренней жизни, но и она связана непосредственно всегда с предпринимательством, с обслуживанием предпринимательства, с оказанием услуг. Поэтому большая достаточно повестка дня. Вторая часть – это встреча с бизнесом Чечни.
Мы хотели бы немножко поподробнее рассказать о возможности, которые представляет Российская палата, система палат Российской Федерации. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием экономики и созданием благоприятной предпринимательской среды для деятельности бизнесменов. Впервые было принято решение провести данное мероприятие в городе Грозном. Заодно организовать бизнес-встречу, на которой будут представители органы региональной власти, предприниматели и финансовые институты. И чтобы в режиме таком, как сказать, онлайн, вопросы-ответы могли три стороны обсудить возникшие какие-то вопросы, пути их решения и как вообще развиваться и работать на развитие предпринимательства в регионе. Ну а после знакомства со всеми участниками и представления различных бизнес-идей и планов было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и представительством Чеченской Республики. И, конечно, торжественная часть, на которой гости, представители руководства республики и Торгово-промышленной палаты региона обменялись памятными подарками и сувенирами. Вам на память о нашей встрече сегодняшней. Спасибо большое. Также вручили гостям и благодарственные письма от правительства Чеченской Республики, выразив уверенность, что налаживание дружеских связей с представительствами всех регионов, участвующих в церемонии, будет и впредь продолжаться и укрепляться. Руководство республики во всем поддерживает как крупный, так и средний и малый бизнес региона. Безусловно, подобное взаимодействие с торгово-промышленными палатами страны становится благоприятным импульсом для дальнейшего развития предпринимательства нашего края. Наталья Депутатова, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов провел встречу с министром спорта Республики Крым Ольгой Тарубаровой. Руководители ведомства затронули вопросы межрегионального взаимодействия и сотрудничества. В частности, речь шла об обмене опытом, планировании совместных мероприятий и прохождении сборов команд Крыма на территории нашего региона. Стороны также обсудили завершившийся накануне 14-й фестиваль «Кавказские игры», а гости высоко оценили результат чеченской команды. Массажисты, остеопаты, физиотерапевты знакомились с современными методами и тактиками лечения пациентов. В Грозном состоялся международный конгресс хаджамов. Масштабный форум длился 3 дня. Мастер-классы и практические занятия с известными спикерами – это всего лишь малая часть мероприятия. Репортаж Лейлы Муртазовой. В Грозном удалось собрать на одной площадке большое количество специалистов различных оздоровительных практик. Международный конгресс хаджабов на территории региона проводится впервые. Посвятили его первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Народной медицины, Узбекистане шивалу шургмича хаве нукуз международный конгресс военной история дохар. Более 50 спикеров с разных стран мира продемонстрировали для гостей различные методы оздоровительного массажа, иглоукалывания, траволечения, фитооздоровления, а также лечения с помощью пиявок и пчел. Необходимо обмениваться опытом между специалистами. Это залог их профессионализма. Необходимо развивать систему подготовки кадров, квалифицированных в сфере оздоровления. И необходимо администрирование на уровне региона, потому что сфера оздоровления, она формально не относится к сфере здравоохранения. Физкультурно-оздоровительная деятельность у нас входит в понятие и в закон о физкультуре и спорте. Но в этой сфере очень много того, что помогает здоровью. Многие специалисты уже на протяжении многих лет взаимодействуют с нашим регионом и оказывают соответствующее лечение больным. Большое внимание уделялось кровопусканию, которое очень популярно и в исламской медицине. Хиджама, она самый, скажем, такой очень эффективный метод по оздоровлению различных практик. Она у меня занимает первое место. Но в своей работе я всегда пытался сделать более эффективные разные моменты и начинал пробовать совместить другие практики. И практика, то есть ко мне на обучение также приходят врачи, она показала, что
делая вакуумный сухой хиджаму с капиллярной хиджамой, показатели крови намного выше, эффективный и продолжительность у человека, оздоровительный эффект получается намного больше. Также на мероприятии была развернута ярмарка народной медицины, где каждый участник представил свой товар. Это прекрасная возможность познакомить покупателей со своей продукцией и наладить сотрудничество. Например, Владимир уже 16 лет производит препараты, которые помогают с оздоровлением и лечат разные недуги. Значит, основное направление нашей деятельности – это помогать людям с выздоровлением, поднимать иммунитет. Основное действие струи, она чистит сосуды, поднимает иммунитет, чистит кровь и убивает все инфекции. Даже 5% бобровая струя убивает палочку Коха, то есть туберкулез. Коротко, что такое струя? Это мускус бобра, которым он метит территорию, который используется в очень дорогих французских духах, который используется для своего лечения, для заживления ран. Все сильнейшие обезболивающий, это сильнейший иммуностимулятор, это сильнейший адаптоген. Посетители Конгресса остались под большим впечатлением. Они смогли узнать много нового, познакомиться с разными методами лечения. Одно из преимуществ данного Конгресса – это то, что местные специалисты могут пройти обучение у приезжих спикеров, а люди, страдающие тем или иным недугом, пройти необходимое лечение. В дальнейшем подобный конгресс будет проводиться регулярно, и в его рамках приглашать в регион специалистов для повышения квалификации местных врачевателей. Лайла Муртазова, Магомед Басаев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В Доме профсоюзов прошел круглый стол на тему «Социальная поддержка медицинских работников». Собравшиеся во главе с председателем Совета профсоюзов Республики Хусейном Сталтаевым и председателем профсоюза сотрудников здравоохранения России Анатолием Дубниковым обсудили систему социального партнерства в целом и, в частности, здравоохранения. На повестке стоял ряд вопросов, общественники обменялись мнением и составили планы по решению проблем. Не секрет, что в медицине сейчас довольно большой дефицит практически по всем специальностям, но есть какие-то врачебные специальности, медицинские специальности, где дефицит больший. Значит, где-то и вот именно вот эти специальности, понятно, что необходимо закреплять большим количеством преференций и выплатой заработной платы, и жильем, выделением жилья и другими какими-то вещами. Поэтому вот как раз вот это все, вот эти вот особенности, которые существуют в различных регионах, мы изучаем и будем предлагать их к реализации. 320 килограммов. Да, это вес тыквы. Рустам Ахматов с Биной-Ведено вырастил в своем огороде такого гиганта. Фермер не первый год занимается овощеводством, но такой урожай даже его впечатлил. Хотя он и не гонится за рекордами, однако ставит цель вырастить в следующем году тыкву еще больше. Когда можно будет прийти и попробовать хингалш из данной всеми любимой оранжевой толстушки, Рустам рассказал моей коллеге Мадине Кураевой. Атлантический гигант звучит как название подводного чудища, но на самом деле это самый крупный сорт тыквы, и территория для ее выращивания нужна большая. Главный корень крайволоша. Кёртстебель, что на второстепенный еще, шаик кустар ванаек, вот связанные. Узнал Рустам Ахматов про большие сорта в интернете и сразу же заказал семена. Посадил тыкву в мае этого года. Далее тщательный уход. Это очень кропотливая работа. Здесь получается несколько этапов. Самый важный – рассчитать правильное место, где будет располагаться растение. Формировать само растение. Убирать другие тыквы, оставить одну на главном стебле. Чтобы одна большая выросла, приходится убирать другие тыквы. Как вы понимаете, что это основная тыква? Ну, на главном стебле, вот в определенном там дистанции, вот где посажена сама тыква, с дистанции 3, 4, 5 метров, короче, примерно в таком расстоянии, одну оставляешь. Если этот плод уже набирает вес, да, начинает набирать вес, вот этот плод оставляем, другие убираем. Климат региона идеально подходит для данного сорта. Растет овощ при температуре более 12 градусов. Тыква самая большая из всех выращенных на территории республики. Стоит отметить, что по стране максимальный вес достигал до 700 килограммов. Сейчас тыква ориентировочно 320 килограммов. Вес она начала набирать через 10 дней после опыления. Ежедневно на протяжении месяца набор массы доходил до 10 килограммов.
Выращиванием тыквы Рустам занимается уже 3 года. Помимо атлантического гиганта есть и другие сорта, здесь их около 8. Также растет кукуруза и яблоки. Сам садовод-любитель проживает в городе Гудермес, а хозяйство ведет в своем родовом селении Биной-Видино Нажирютовского района. Его отсутствие за огородом присматривают и соседи. هم خلی رزق یتلوی بالغی حج حنو گوشتو دیگه هو لامن جشحتوان اشتغاب يقخير الجي اشتغاب قير الجي هینتر گوشت خیلی سوتیش رواتره هر تامشي نو بخبق يقاب خيلر. Рустам признается, что пока не гонится за рекордом, но в будущем планирует вырастить данный сорт до 600 килограммов. А данную тыкву в скором времени пожертвует на вкусный хингалш. Мадина Кураева, Мусар Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В республике набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Для удобства жителей установлены терминалы. Это значительно упрощает порядок предоставления услуг и повышает комфорт пассажиров. Но главное в этой цифровизации – это акция от платежной системы МИР. Она предполагает с 1 сентября скидку 6 рублей за проезд в столичном транспорте при оплате картой МИР. Репортаж Адама Магомедова. Скидка в 6 рублей для тех, кто платит картой МИР за проезд. С 1 сентября национальной платежной системой запущена акция, благодаря которой можно экономить на поездках в общественном транспорте Грозного. Чтобы поездка обошлась дешевле на 6 рублей, достаточно приложить свою пластиковую карту МИР к терминалу для приема банковских карт. Это поможет не только существенно сократить затраты на транспорт, но и время обслуживания пассажира. Это для меня лучше, так как не всегда удобно носить наличку, монеты. Картой удобнее, просто приложил и оплатил. Оплатить проезд со скидкой в 6 рублей можно не только с помощью пластиковой карты МИР, но и ее электронной версии. Для этого необходимо загрузить карту на мобильное устройство на базе Android в один из мобильных платежных сервисов МИР Pay или Samsung Pay. А для оплаты проезда нужно будет приложить телефон со включенной функцией бесконтактной оплаты к терминалу до подтверждения операции. Если так случилось, что у вас нет карты МИР на пластике, вам не обязательно посещать отделение вашего банка. Сейчас вы можете удаленно дома через мобильные банки выпустить виртуальные карты. Такие сервисы предлагают многие банки в России. И буквально за несколько кликов, выпустив карту, привязать ее в мобильное приложение МИР Pay или Samsung Pay. И через несколько минут уже возможно оплачивать проезд со скидкой. Акция является большим плюсом для каждого, кто пользуется общественным транспортом, в частности для школьников и студентов, ведь учебный год уже начался. Предложением со скидкой на проезд можно будет воспользоваться до 31 декабря этого года во всех автобусах Грозного, где есть терминалы для бесконтактной оплаты. На данный момент в республике около 150 транспортных средств оборудованы валидаторами для безналичной оплаты, но к концу года их количество увеличится вдвое. Адам Магомедов, Сайдалием Пукаев, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. А в Грозненском муниципалитете стало теплее, порядка 250 домах. Именно стольким участникам социальной газификации с начала года уже дошло голубое топливо. И такая работа проводится во всех районах. Республика занимает лидирующие позиции по реализации данной президентской программы. Она также стала бессрочной. Как подать заявку на подведение газа к участку, расскажем в следующем сюжете. Наступают холода, а значит, что нужно позаботиться о наличии тепла в комнатах, что и сделал Ибрагим. Он совсем недавно переехал в новый дом, газ провел сразу же. Для этого необходимо было просто оформить соответствующие документы. Грозненский район разделен на 4 участка. Один обслуживает 7 селений. Сотрудниками службы внутридомового газового обслуживания проводится ежегодная поадресная проверка по заключенным техническим договорам. На данный момент их 2054. После проверок выдается акт выполненных работ. Абонент обязан оплатить. Стоимость варьируется в зависимости от вида газового оборудования. На данный момент уже более 60% работы именно по водоголу выполнено. К концу года планируем завершить 100% объем и дальше уже перезаключать тоже договора. После подачи заявки абонентам на догазификацию
сотрудники дегазификации проводят свою работу, после чего уже наши сотрудники уезжают на место, делают осмотр, если все по регламенту правильно, все соответствует ГОСТу, заключают договор на техническое обслуживание. То есть этот договор означает, что ежегодно по этому адресу специалистами будет проводиться техническое обслуживание как отопительных котлов, так и печей. В рамках программы дегазификации ведется строительство газораспределительной сети протяженностью 300 метров. Прокладываются полиэтиленовые газопроводы. В Грозинском районе за год обеспечили 249 домовладений, 15 километров газораспределительных сетей. Также идут работы в населенном пункте Садовая, Керлаюрт, Первомайская, Терская и Кенюрт. Для пользователей создаются все условия, эта работа не прекращается. В новые поселки, участки, дома подается голубое топливо. Региональное управление «Газпрома» выполняет для этого все задачи. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.